день, дорогие наши читатели. Мы продолжаем нашу рубрику «Откровенный разговор». И сегодня у нас в гостях успешный бизнесмен, замечательный семьянин, замечательный человек Шамиев Айнур Ринатович. Здравствуйте. Приветствую, Айнур. Очень рада, что нашел время и зашел к нам пообщаться. Мне бы хотелось с тобой так более подробно, скажем так, поговорить на тему. Я знаю, ты вырос у нас здесь, в Рыбной Слободе. Расскажи, пожалуйста, о себе. О себе. Учился в гимназии номер 1. Закончил его, поступил в Казань, Казанский химико-технологический институт. Обучался там, получил высшее образование. Во время учебы уже начал работать. Работал и в институте на кафедре гидравлики, и на мойке работал. То есть было, можно сказать, дурное желание работать, чтобы не зависеть от родителей. И, все-таки мужчина. Мужчина, да. То есть это стало у тебя очень рано проявляться. Ну, а как относились к этому твои родители? То есть они же все-таки хотели, наверное, опекать? Сильно сопротивлялись. Вот мы даем тебе в неделю столько-то денег, тогда это было 500 рублей, или там даже 300-400 когда-то. Все мы тебе можем обеспечить, учить. Даже были скандалы дома, я хочу работать. Так получилось, даже я на половину учебы перешел на заочку и полностью уже самостоятельно работал. Да. Сопротивлялись родители. Родители сопротивлялись. Ну хорошо, ты переборол это сопротивление, да, то есть у тебя получилось, скажем так, встать на свою самостоятельную тропу жизни. Вот эти первые деньги, что они тебе дали? Какое ощущение было от первого заработка? Ощущения сейчас не могу так сказать. Они были маленькие, эти деньги. Ну, они твои. Они мои, да, какая-то, я даже не знаю, как охарактеризовать это ощущение. Самостоятельность, то есть у меня есть деньги, то есть я сам могу реализовывать их. То есть первые зародыши уверенности, самостоятельности и того, что все-таки мужчина, он победитель. То есть первые, скажем так, капелька за капелькой у тебя стало появляться чувство, наверное, что у тебя все получается, да? А вы живете здесь с женой, я знаю, в Рыбной Слободе у нас, вроде с такими, скажем так, способностями, с такими, не побоюсь этого слова, амбициями, выбрали Рыбную Слободу. Почему? Мы жили в Казани с семьей, и пришел такой момент, когда, не знаю, может быть, с возрастом приходит, хочется природы. То есть мы сами, я вырос здесь, это Кама, это лес, это лыжи. И в Казани себя ощущал ограниченным, то есть за стенкой люди, выходишь люди, везде люди, тем более маленькие дети, и Рыбная Слобода у нас экологически чистый район, и от Казани относительно недалеко, и производство у меня здесь было запущено, поэтому был выбор переехать сюда, в Рыбную Слободу. Это экология, это, это деревня, все друг друга знают, как-то все проще, все легче, все добрее как-то в отношении города, люди добрее, те же садики, школы, все здесь проще, чем в Казани. Согласна. Но имея большое производство, сложно ли управлять им все-таки? Есть такое слово делегирование, то есть я это где-то когда-то вычитал и стремлюсь к этому, и расти еще есть куда. По поводу сложности, смотрите, я когда учился, у меня был факультет механический, и мы и были практики у нас на производствах. То есть я производственник, я люблю производство, а когда человек чем-то занимается, и он любит эту работу, то есть для него это не сложно. То есть любая работа, если она любима, это в кайф. То есть сложности вообще нет, и наоборот, даже интересно, когда появляется в производстве какая-то сложность, решить эту задачу, это классно. Классное ощущение, когда решается эта задача. Решается, получается. Да. И по поводу делегирования, то есть ответственный на производстве, он все контролирует, он все делает,
все научены. Все научены. Но опять-таки вот делегирование добиться все-таки той же ответственности, какая есть у руководителей, и добиться этого же от порученного лица, то все-таки сложно. Ну, смотрите, у меня же не первое производство были, первые маленькие производства, то есть опыт, ошибки, как бы нужно не останавливаться, то есть всегда двигаться. Можно было после первого производства остановиться, сказать, это не мое, это сложно, но выбор пал на другое, двигаться дальше. Двигаться дальше, то есть нравится мне вот это вот ваше желание не останавливаться, don't stop, двигаться вперед и, скажем так, каждый день побеждать себя. Вот, Айнур, еще такой вопрос. Вот я знаю, ты много читаешь, всесторонне развиваешься, посещаешь разные семинары, которые как раз-таки двигают тебя к твоим же желаниям и победам, то есть к достижению цели. То есть что тебя заставляет каждый день утром вставать и побеждать? Цели. Цели, то есть обязательно должны быть цели у людей, обязательно должны быть прописаны они, желательно красной ручкой. Вот. И сделать что-то здесь для людей. То есть, мое производство, да, связано с людьми. Ну, то есть рабочие места, например. Рабочие места первое, мой продукт второе. То есть нужно брать от этого энергию, можно сказать, энергию, как бы давать людям. После того, как они получают хороший продукт, они счастливы, соответственно, и я счастлив. Да, согласна, есть. И это двигает, и останавливаться не хочется. Ну, смотря, у каждого человека бывают спады, настроение, там, погода, природа, какие-то события, которые у человека, скажем так, сбивают всякое желание. Вот не бывает такого, что вот охота все бросить и вот закопаться где-нибудь, зарыться, и чтобы тебя никто не трогал. Бывает, и это должно быть у каждого человека, так как, я считаю, когда есть такие спады, мы видим разницу, и то есть вот плохая ситуация сейчас, она есть, значит мы видим разницу, как может быть хорошо. То есть это наоборот поднимает человека, по крайней мере меня, если какие-то спады бывают, это классно, это как бы собираешься мыслями, вот разница, значит надо двигаться. То есть оно, наоборот, меня поднимает. Да, то есть получается, любой спад – это новая возможность сделать себя заново и немножечко усовершенствовать. Правильно понимаю, да? Замечательно, потому что я считаю, это одним из лучших качеств мужчины, когда он сам себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы поднял и начал заново жить. Айнур, вот сейчас бы я хотела перейти к такой тоже очень интересной теме в нашей беседе. У вас с супругой растут замечательные дети, вы растите 2 замечательных мальчиков, успеваете быть замечательным отцом. И вот такой вопрос. Вот мы дети 80-х, да, мы росли, когда мы еще застали время, когда по талону надо было и молоко, и хлеб брать, да, то есть игрушки, я вообще мало помню игрушки, но в целом были, да. Балуете ли вы своих детей по принципу, вот у меня не было, пусть будет у них?